IT-технологии плотно вошли в нашу жизнь, и их развитие идет с огромной скоростью. Внедряются они и в сферу образования. В Ингушетии на базе школы открываются технопарки, кванториумы, IT-кубы, точка роста, где школьники могут осваивать компьютерные технологии, изучать языки программирования, научиться собирать роботов, создавать летательные аппараты, работать в программе 3D-моделирования. В 2021 году в республике в рамках нацпроекта образования была реализована программа «Успех каждого ребенка», в соответствии с которой были оснащены порядка 80 кабинетов необходимым оборудованием, электроникой, программами для 3D-моделирования, всем необходимым для робототехники, программирования, VR-студии, графического дизайна. Следующим же вкладом было то, что мы в этом году, в 23-м текущем году, на базе Сунжинского лицея сделали IT-куб. Это вот такой центр, где дети и молодежь могут обучаться. Для этого им предоставляется 5 направлений. Все эти направления связаны с информационными технологиями. Это и программирование, и мобильная разработка, и биг-дата, и робототехника, и такие языки, как Python, которые дают возможность детям обучаться передовым технологиям. На следующий год, на 2024 год, в республике запланирована реализация 2 новых кванториумов детских, школьных, и еще дополнительно будет реализован IT-куб. Первой ласточкой в деле внедрения информационных технологий в школьное образование стал детский технопарк «Кванториум» на базе Центра образования в Магасе, открытый еще в 2019 году. Сегодня здесь обучаются дети по 14 направлениям. Это робототехника, программирование на Scratch и Python, аэромоделирование, автомеханика, электроника, 3D-моделирование, промдизайн, машинное обучение и многое другое. В робоквантуме над созданием своих первых изобретений трудятся дети 7-8 лет. Своей задачей преподаватели считают в первую очередь научить школьников понимать, как работают механизмы тех или иных устройств. Сначала изучаются базовые вещи, потом уже переходим к посложнее. У нас сегодня зубчатая передача, повышенная зубчатая передача, пониженная. Чтобы лучше это усваивать, мы им даем вот такие вот задания. Сегодня примерно миксер они собирают. Как собирать миксер? С помощью повышенной передачи. То есть они используют зубчатые шестеренки, берут большие шестеренки и маленькие, соединяют и ускоряется это. И с помощью этого они лучше усваивают свою вот такие вот передачи, они лучше усваивают в этом плане. Дети, которые начинали с этого, с малого, они уже начинают делать свои проекты, представлять эти проекты на всероссийских конкурсах. В прошлом году, Семирова Сахар выиграла 1 место на всероссийском конкурсе. Она сделала свой проект, робот, который собирает помидоры. Действительно очень хороший проект. Сейчас она пытается его улучшить и представить еще раз. Проблем с идеями у детей не бывает. Они предлагают проекты порой невероятные, и, понятное дело, не у всех получается воплотить их в жизнь. Но, как мы знаем, путь в милю начинается с первого шага. Дания Алиев ходит в кванториум не так давно, но он уже собирает простейшие механизмы. Я не помню, но я очень давно ходила, когда был еще во 2 классе. Скажи, а чему ты уже научился на этих уроках, на этих занятиях? Я научился собирать, думать, размышлять и находить детали. А в IT-квантуме учатся учащиеся постарше, которые в рамках программы «Код будущего» освоили начальный уровень программирования и теперь занимаются простейшими языками, такими, к примеру, как Python. Python – это такой популярный очень язык и очень простой. Он как раз-таки из-за этого популярен, потому что его везде можно использовать, и он также легкий довольно. Его используют в такой, например, как нашумевшая сейчас программа ChatGPT, в Telegram-ботах и создании каких-то приложений, сайтах даже. Мне здесь очень нравится, мы пока только изучаем какие-то базовые вещи, потом мы уже научимся их собирать в такую огромную единую программу, и мы сможем создавать такие классные приложения. Это то, что мне не хватало, понять, где использовать Python и как. У меня мечта стать веб-специалистом, веб-разработчиком.
в крупных компаниях. И я думал, что Яндекс.Лице курсы по программированию на Python мне очень в этом помогут. Как мы должны понять, что вот эти числа относятся к первому, а это числа ко второму? Именно вот с помощью этого разделителя. Да, пустая строка, видишь? Поэтому у тебя будет два цикла while. Каждый из них работает, пока у тебя не поступит символ пустой строки. Да. То есть ты говоришь, сначала посмотрим, создай переменную a равно, сейчас a равно там input. Образование в IT-квантуме является площадкой для Яндекс.Лицея, то есть дети обучаются здесь 2 года и после каждого получают сертификат. Образование здесь может стать возможностью для устройства на работу в крупную IT-компанию. Яндекс.Лицей более нацелен на детей, которые имеют представление или писали свои первые программы и хотят работать в эту сферу. Эти дети проходят отбор в платформе Яндекса, и после этого у них начинается занятие с сентября, точнее даже с октября. Программа длится 2 года. Первый год мы изучаем основу языка Python, а во втором году мы изучаем уже промышленное программирование. Во втором году входят уже фреймворки на Python, вроде Django и FastAPI и так далее. Эти технологии, которые используются в крупных компаниях для разработки бэкэнда и веб-сервисов. И при окончании каждого учебного года они получают сертификат. После окончания первого года они получают сертификат о том, что они знают основы Python, а после окончания второго года они получают дополнительный сертификат, в котором говорится, что эти уже сертифицированные специалисты на уровне junior-разработчик, то есть это начинающие разработчики, и могут себе, в принципе, попробовать в компаниях уже, после школы как раз. Благодаря тому, что эти дети уже отобраны, не возникают такие сложности, что они сильно отстают или приходится тратить на кого-то больше времени, чем на другого. В принципе, они успевают. Программы сложные на самом деле, и еще они завысили порог прохождения в прошлом году. А так они справляются. Дети молодцы, на самом деле, справляются хорошо. На 3D-моделировании ребята уже через несколько занятий начинают создавать графические изображения, и, судя по увлеченности, им это по душе. Ну, мы с учителем вот картину эту делали вот по этому изображению. Скажи, вот этой программе ты ранее работал? Нет. Какие возможности у этой программы есть и как она называется? Называется Blender. Можно создавать анимации, всякие рекламы. В аэроквантуме ребята создают летательные аппараты, кто-то паяет плату, кто-то пишет программу, а кто-то пытается запустить готового дрона. Без дела здесь никто не сидит. У нас в кабинете есть квадрокоптеры, которые мы как бы 4-винтовые, да, которые мы знаем. Есть 6-винтовые, там 8-винтовые. Есть просто учебные квадрокоптеры, на которых дети учатся. Да. Еще ездили наши ребята, в Ставрополь ездили, тоже участвовали. Там из 40 групп, там 7 прошли, в Курск ездили наши дети. Запускали ракету, там, залпом запускается, ракета взлетает, порядка там, полкилометра, 500-600 метров взлетает, собирает всю информацию, там, влажность воздуха, что там еще, расстояние там, сколько-то, скорость, которую преодолевает, и с парашютом спускается обратно, собирает информацию там. Мы собираем сначала конструкцию, корпус, потом паяем. Потом снова собираем конструкцию, потом еще надо программировать. Сложно тебе? Это сложновато, потому что может случиться замыкание, и придется все заново делать. А вот уже ты сколько аппаратов собирал? Это первый. А вот есть ли у тебя мечта какой-нибудь, может, аппарат собрать в будущем? Ракета. А какой бы была твоя ракета? Как SpaceX. Она приземлялась на платформу обратно и экономила ресурсы и деньги. И не вымусорила орбиту. Детский технопарк «Кванториум» – это место, где ребята смогут попробовать себя в том или ином направлении. А если они будут упорно трудиться, это возможность заявить о себе на различных конкурсах.
Нас это очень радует. Это участие детей в различных конкурсах связано и с БПЛА, и связанных с научно-инженерными конкурсами, такими как Балтийский научно-инженерный конкурс. В Курске всероссийский был конкурс, где дети наши заняли призовые места. Вот. И мы понимаем, что да, вот с одной стороны есть ресурсная база, которая инвестирована в вот такую интеллектуальную содержательную часть наших учащихся, а с другой стороны есть измеримая часть, да, то есть мы должны понимать, насколько увеличились эти знания, эти навыки у детей. Министерство образования учредило огромное количество конкурсов и технического профиля. Это республиканский конкурс InGlobal Challenge именно по электронике, по 3D-моделированию, по робототехнике. У нас регулярно проходят скретч-хакатоны по именно виртуальной среде Scratch, проходит RoboFest, ProFest, такие федеральные конкурсы, я имею в виду, проходит международная олимпиада по программированию. Конечно, у нас в республике появляются какие-то частные инициативы, вот, и мы очень рады этим инициативам, потому что вот такие команды на частном уровне. Вообще частный сектор, он отличается от государственного своей большей мобильностью, большей динамичностью, большей склонности к реагированию, адекватному реагированию к изменениям внешней среды, конъюнктуры рыночной. И с этой точки зрения вот инициативы, связанные с обучением детей на частном уровне, они на самом деле подстегивают и государственный образовательный сегмент. Работа на государственном уровне в рамках нацпроекта образования по внедрению информационных технологий в образовательную сферу будет продолжена и в 2024 году. Планируется построить еще один IT-КОП, 2 кванториума и провести модернизацию материально-технической базы в 56 образовательных учреждениях. Если говорить об IT-технологиях в образовании и о помощи меценатов в этом направлении, то тут на первом плане грандиозная идея о создании школы 21, которая стала возможна благодаря поддержке главы республики и правительства и финансированию фонда «Софмар» Микаила Куцериева. Школа 21 или школа программирования от Сбера дает возможность любым кандидатам от 18 до 60 лет бесплатно получить востребованную профессию в сфере IT. Такие учебные заведения уже открыты в 6 городах – Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. И вот в феврале 2024 года она появится в Ингушетии. О том, что из себя представляет школа, какие возможности она может предоставить, и о самом проекте говорилось на пресс-конференции в Магасе. На вопросы журналистов ответили председатель правительства Владимир Сластенин, представитель благотворительного фонда «Софмар» Билан Ужахов, генеральный директор Академии IT Дмитрий Арцюх и директор школы 21 Александр Федюков. В начале о значении этого проекта для региона и ожиданиях сказал председатель правительства Владимир Сластенин. Мы видим инициативу бизнеса. Бизнес – это социальная ответственность. Мы видим желание администрации, главы о том, чтобы наши дети развивались. И не только дети, знаете, что школа 21 – это достаточно большой период от 18 до 60. И это новый подход вообще в развитии индивидуального человека, каждой личности. И вот надо сказать большое спасибо, что Михаил Свербекович именно организовал, именно сделал то, что мы сегодня видим. Это и здание школы, это и строящийся кампус, это и возможность уже с февраля и марта набирать учеников, это порядка 500 человек выпускников. И самое главное – это возможность наших студентов, молодежи освоить эту, наверное, пожалуй, самую востребованную на сегодня специальность. Здесь огромные возможности нашей молодежи получить это образование бесплатно. Здесь с нуля люди начинают уже и работать, и жить, а самое главное – мыслить по-новому. Представитель благотворительного фонда «Софмар» Билан Ужахов рассказал, что школа 21 строится в рамках программы «Академия цифрового развития», и она займет важную часть. Но, кроме того, будет создан и акселератор. Акселератор – это
это некое учреждение, которое будет поддерживать местных и предпринимателей, и в том числе студентов, которые будут выпускаться из школы. То есть развилка студентов и обучающихся в школе будет немножко шире, и, собственно, у них будет возможность как идти и в российские международные компании, так и, собственно, создавать с помощью акселератора, создавать собственные бизнесы, компании, проекты и все остальное. Собственно, хотел бы, наверное, сегодняшнее мероприятие у нас посвящено больше школе. Я как представитель не мог это не сказать, то что программа немножко шире, и то, что отметил Владимир Владимирович, она полностью спонсируется за счет собственных средств. Школа 21 не похожа на привычные нам учебные заведения, в ней применяется своя уникальная методика обучения, равный равному, то есть без преподавателей, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый участник может сам выстроить комфортный график обучения. Наряду с изучением программирования в школе активно развиваются и мягкие навыки. Срок учебы зависит от самого участника, от 1,5 лет разработчик начального уровня Union до 3 разработчик среднего уровня middle. Если говорить о том, чтобы это была дистанционная работа или, может быть, работа на месте, я бы, наверное, знаете, сказал о том, что здесь очень важно, и вот кажется, что Академия цифрового развития как раз эту задачу и решает, создать среду. Потому что для айтишников, как и для любых других профессионалов, важно находиться среди своих, чтобы продолжать учиться, чтобы продолжать взаимодействовать качественно. И кажется, что создание вот такой среды, оно позволит и, с одной стороны, тем ребятам, которые здесь отучатся, получать трудоустройство на месте, и даже и дистанционно работать отсюда, из комфортного места, которое им нравится, где они родились и выросли, но работая в том числе дистанционно на работодателей, находящихся в самых разных точках страны и мира. Я здесь, наверное, уточню, дополню, если я правильно понимаю, школа дает возможность как очень сфокусированно получить быстро образование там, примерно за год и уже полноценно выйти куда-то на работу, так и дольше учиться, получить дополнительную специализацию, но при этом есть возможность учиться, совмещая с учебой, совмещая с работой, будучи, например, госслужащим. Я думаю, что Владимир Владимирович будет рад, если в регионе появится сильно больше госслужащих с с развитыми IT-навыками. Правильно ли я понимаю концепцию? Да, Дмитрий, ровно так. Спасибо большое за вопросы, уточнения. Действительно, школа, после стажировки мы не расстаемся с нашими участниками, мы очень за них держимся. На самом деле главный продукт школы – это сообщество айтишников, которое мы создаем. И участники, которые возвращаются к нам учиться, они могут учиться в прямом смысле слова на протяжении 10 лет, приобретая разные специальности. У нас достаточное количество образовательного материала для того, чтобы и курсов, для того, чтобы по разным специальностям, углубляясь, изучать, например, кибербезопасность, робототехнику, машинное обучение, нейросети и так далее. И при этом на этапе стажировки, то есть через год после старта обучения, примерно через год, наши участники уже обладают, что называется, широким стеком технологий. Поступление в школу 21 не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% участников этот проект – первый опыт программирования. В ней можно изучать цифровые технологии совершенно различных направлений сфер, их более 10. Здесь и алгоритмы, и графика, Unix, веб, мобильная разработка, кибербезопасность, сетевые технологии, Big Data, искусственный интеллект и многое другое. Среди представителей СМИ есть те, кто уже подал заявку на обучение. Ибрагим Курскиев в печатном деле уже более 20 лет, и за это время он научился не только хорошо писать, но и работать в разных программах. И он уверен, что школа 21 поможет получить новые знания и опыт в IT-сфере. Мне больше было интересно, чем отличается, есть онлайн-офлайн обучение. Дело в том, что я сам поступил туда, имеется в виду, не поступил еще, но собираюсь и записался. И для меня было интересно направление веб-дизайна, направление именно построения сайта, то есть именно в этом направлении языки программирования.
насколько они есть там расширены и глубоко обучаются. Журналисты интересовались и о работе школы в других регионах, насколько она показала себя перспективной, о людях, которые прошли обучение, смогли трудоустроиться после получения сертификата, и чем будет отличаться школа, которую строит в Ингушетии благотворительный фонд «Сафмар». Что касается кампуса в Магасе, мы сейчас как раз находимся в очень замечательной для нас точке. Мы официально начинаем набор в кампус. То есть мы начинаем принимать заявки для того, чтобы участники могли прийти на отборочный бассейн. И сейчас мы целимся в то, чтобы у нас отборочный бассейн стартовал в первом квартале следующего года. Это, наверное, будет конец февраля-март. Мы еще определимся с конкретной датой. Но это точно уже вот прямо на расстоянии вытянутой руки кампус уже от нас с вами находится. Огромное спасибо фонду «Сафмар», огромное спасибо правительству, огромное спасибо Михаилу Сафарбековичу. У нас с огромной скоростью движется проект, очень бодро идет и стройка. Все работы сейчас, в основном это строительно-монтажные работы. Следом у нас пойдут работы по монтажу оборудования. В целом для нас это уже такая, не то чтобы рутинная, но очень понятная операция. Мы много кампусов открываем. Проект «Школа-21» в Магасе поражает своими масштабами. Это 3500 квадратных метров, где будут размещены кампусы, отели и другие объекты. Прекрасен этот проект и в дизайнерском плане. Здесь будет достаточно стандартный кампус, то есть мы анонсировали и робототехнику, и дроны, и 3D-принтинг, то есть что-то успеем сделать к марту, что-то, наверное, будем доделывать потом в рамках акселератора, потому что все помещение это порядка 7-7,5 тысяч квадратных метров. Школа из них занимает половину, это 3,5. И то, что не успеем сделать в рамках школы, просто добавим потом в рамках акселератора. Это, опять же, две части в большой системе. Нужно понимать, что «Школа-21» – это проект Сбера, который присутствует в большом количестве регионов. Академия цифрового развития – это проект Республики Ингушетия для Республики Ингушетия, про жителей Республики Ингушетия. Набор школ уже начался, и все желающие могут зарегистрироваться на сайте 21school.ru. Поступление в школу 21 состоит из следующих этапов: подача заявки на сайте, прохождение 2 онлайн-игр на память и логику, прохождение интенсива. Это финально отборочный этап. Все очень просто. Нужно зайти на сайт школа-21, 21school.ru. Там форма регистрации. Сразу можно выбрать кампус в Магасе. Дальше вам будет предложено пройти 2 отборочные игры. Довольно интересные, очень советую в них погрузиться. И после того, как вы их пройдете, вы получите приглашение на групповые видеозвонки, на которых наша команда подробно рассказывает о том, как школа устроена. Ну и вот после этих уже звонков у вас появится конкретная дата отборочного бассейна, на который вы с удовольствием, надеюсь, придете здесь, в Магасе. Поступить в школу могут не только жители Ингушетии, но и соседних регионов. И абсолютно бесплатно. В школе будут созданы условия и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение длится 9 месяцев. Но если у кого-то не получилось пройти вступительные экзамены, то есть возможность попробовать заново. Кроме того, будут созданы подготовительные курсы. К февралю-марту будет открыт кампус «Школа-21» и состоятся вступительные испытания, или, как их еще называют, отборочный бассейн, где участники смогут показать себя. Для Республики Ингушетия и ее жителей «Школа-21» – это уникальная возможность обучиться различным IT-специальностям самых разных востребованных направлений – программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров, IT-проектов, аналитиков, юниор, middle и senior разработчиков. И это стало возможным благодаря взаимодействию государства в лице главы республики Махмуда Алима Кшириповича Калиматова и Микаила Гуцериева и его фонда «Сафмар».